Хочу всех поздравить с сегодняшним днем, сегодняшней датой, сегодня день медицинского работника. Хочу поблагодарить всех наших коллег, кто трудится в медицинском направлении, за их отвагу, отверженность, за их труд, за полную отдачу во благо наших пациентов, во благо здоровья нации. Хочу им пожелать крепкого здоровья, чтобы никогда сами не болели, и как можно больше и дольше общались со своей семьей. Это крайне редко у нас получается, но как бы нет худа без добра, да? Вот. Всех с праздником хочу поздравить, хочу поблагодарить всех наших коллег сегодняшнего совещания, собрания. У нас сегодня гости среди нашем доме, да, эстонской общины. Хочу сказать несколько слов по нашей работе, чем мы занимаемся, для чего мы существуем. В целом мы являемся структурой Московской эстонской общины, Совета Московской эстонской общины, который занимается пропагандой культуры, сохранением культуры, является очень интересной, хорошей площадкой для общения для выходцев из наших республик, Северной, Южной Осетии, для людей, которые неравнодушны к этим республикам, которые любят культуру, дружат с выходцами нашей республики. Для них всегда этот дом открыт, эта площадка всегда открыта для общения. Ну а комитет здравоохранения, который в составе Московского эстонского общества, является такой тоже площадкой для общения среди коллег, для врачей, для студентов. Очень много вопросов поступает ежедневно в наш большой форум, где стараемся отвечать на них очень быстро, молниеносно, стараемся помогать не только пациентам, которые обращаются с какими-то сложными вопросами, с которыми сталкиваются по состоянию здоровья и родственников, но и межколлегиальное общение, которое помогает нам решать какие-то повседневные, профессиональные, внутри оперативные задачи и вопросы. Очень интересно, недавно у нас состоялась конференция студенческая, которую мы хотим проводить ежемесячно, но в связи с этой пандемией у нас не получается как-то это все часто делать. Но прошла очень интересная конференция, где студенты подготовили очень много докладов интересных, и очень многое мы сами по себе тоже открыли, что много чего забываешь, когда направление в таком узком направлении трудишься. Медицина, она не ограничена в своих возможностях и направлениях. Настолько человек очень сложное такое создание, да, творение, живой организм. Поэтому хотел бы поблагодарить в организации этих всех конференций и чата, которые у нас в телеграм-канале, благодаря Алане Зампарову, был создан. И поблагодарить всех членов комитета за активную позицию свою, которую они постоянно проявляют. Нет ни одного вопроса, на который бы кто-то не ответил. Личной переписки, групповой переписки. То есть всегда Геленджика Кулиева сопровождают наши все вопросы и со стороны правовой формы, и в частном таком порядке. Вот поэтому хочу сказать всем большое спасибо и еще раз поздравить всех с праздником. Ура! Друг другу можно похлопать. Геленджики Кулиевой. Ну, после Заура сложно что-то еще добавлять, конечно, но я хотела бы поздравить всех причастных к этому прекрасному празднику, к этой прекрасной профессии. Мы спасаем людей, и особенно хочется поздравить тех людей, которые находятся, тех профессионалов, находящихся в красной зоне. Они на передовой, они днем и ночью работают на благо нашего здоровья, на благо наших жизней. И все-таки низкие поклоны, кто сейчас на рубеже, так сказать, Родины. Что еще хотела сказать, чтобы
как-то активнее наши врачи тоже участвовали в общественной жизни диаспоры и нашего мини-комитета по здравоохранению. Пожалуйста, добавляйтесь в чат в Телеграме, можете писать нам в WhatsApp и на Мусаланию, и прям комитет по здравоохранению города Москвы, наш комитет по здравоохранению Московской Истинской общины. Пожалуйста, если у кого-то есть запросы по медицинским вопросам, мы всегда помогаем, стараемся помочь, но в принципе еще ни разу никому не отказали. Свою посильную помощь мы оказываем. Все, больше ничего. Кто-то еще, может, хочет высказаться? Добрый день. Я также присоединяюсь и поздравляю своих коллег с Днем медика. Желаю вам в этой нелегкой профессии удачи, успехов, быть счастливым, быть профессионалом своего дела. И также еще раз тоже призываю, что давайте объединяться, будем друг другу помогать, помогать информационно, помогать консультациями, как бы мы открыты. И в следующие разы давайте чаще встречаться на площадке нашей диаспоры и взаимодействовать между собой, между врачами, между ординаторами разных специальностей. Я думаю, что это будет полезно каждому участнику и в целом нашему обществу тоже. Все, еще раз с праздником вас, коллеги. Сегодня у нас такое интересное событие. Недавно в помещении Московской Истинской общины открылась такая интересная выставка Тамерлана Таучилова. Это молодой, очень интересный художник. На презентации этой выставки мы были, была очень интересная презентация, его особая подача его произведений. То есть не просто там пришел и ты видишь, что, но он очень интересно, комплексно ее подает с музыкой, с светом, со световой такой иллюстрацией небольшой. Поэтому сегодняшнее заседание и тех врачей, которых мы пригласили то есть мы оповестили в группе, кто хочет, пригласили всех на сегодняшнее мероприятие. Кто смог, тот смог. Я думаю, что может еще кто-то подойдет. Но сейчас мы еще совместим наш сегодняшний такой праздник, День медицинского работника, с такой интересной культурной программой. И хочу сказать Тамерлану Таучилову большое спасибо. И культурному центру Московской Истинской общины большое спасибо за предоставление вот этой красивой площадки для наших совещаний. Может быть, из участников сегодняшнего нашего форума тоже кто-то хочет сказать. Да, мы приглашаем всех, вступайте в наши ряды, то есть мы открыты для всех. Этот комитет, он не является комитетом ограниченного количества людей. Поэтому здесь все вместе. Я тоже хочу поздравить своих коллег с Днем медицинского работника. Я также считаю, что часть из них, которые на передовой, они, конечно, нуждаются в поддержке большой. И я желаю всем здоровья, чтобы, дай бог, мы все это прошли, сделали какие-то выводы и уже старались с этим не сталкиваться, имели достаточный опыт для борьбы практически со всеми такими напастями. И я еще благодарна Алану Зампаеву за то, что они организовали такой я считаю, мощный ресурс по коммуникации врачей Москвы и Московской области, которые помогают находить также нужных специалистов, помогать больным пациентам не только Осетии, Москве. Но это просто очень приятно, что в этом чате, конечно, у нас осетины, врачи Москвы и Московской области, но также приятно, что этот ресурс позволяет оказывать помощь всеобъемлющего такого масштаба, касаемо нашей столицы, области и непосредственно Северной Осетии. Я очень благодарна, потому что я на себе это испытала. Спасибо Азау, спасибо Алан Зампаев, все, кто Зарина участвует. Дзубцева. Да, Зарина Дзубцева. Я бы хотел, чтобы вы тоже представились и пару слов скажите. Представьтесь просто, чтобы... Я просто не могу говорить. Вам всегда нужно будет представляться. А можно вопрос, коллеги? Да, конечно. Да.
Значит, достаточно много после того, как мы размещаем какие-то новости в ленте, да, на Мосалане, либо на других ресурсах, мы размещаем какие-то информационные зарисовки о прошедших мероприятиях, связанных с медициной. Поступают сразу же вопросы о том, куда можно обращаться, к кому обращаться для решения тех или иных вопросов на территории Москвы. Можете там прокомментировать, куда действительно людям можно обращаться? Ну вот Геленджика же сказала, можно даже непосредственно в Мосалане писать, да, в директ, те могут Можете в диаспору переадресовать. звонить, даже просто позвонить. Да, во-первых, у нас есть главная площадка для этого, это Мосалания, да, вот такой ресурс, интернет-ресурс в Инстаграм и в других социальных носителях. То есть можно писать туда сообщения, то есть в директ. Это является ресурсом Московской Осетинской общины, Совета Московской Осетинской общины. И по тем контактам, которые там расположены, доступны на сайте iriston.ru, мы всегда, то есть до нас доносят эту информацию, до Комитета здравоохранения, и мы очень быстро на это реагируем. Между прочим, вот в прошлом году, во время пандемии, Московская Осетинская община, Совет Московской Осетинской общины, попечительский совет, оказали очень большую помощь медицинским учреждениям Республики Северная и Южная Осетия. Ну, более 50 миллионов рублей были направлены в виде медицинского вспомогательного инструментария, одноразового материала и так далее, то оборудование, аппарат искусственной вентиляции легких и так далее. Поэтому мы всегда следим за тем, что происходит в республиках здравоохранения, какая необходима бывает помощь, и мы ее, то есть вот эту посильную помощь мы ее оказываем всегда, что можем, чем можем, тем и помогаем. Все равно мы как бы не государственные учреждения, мы частные инициаторы, люди, которые неравнодушно к этому относятся, к нашему родному дому. Поэтому всегда мы доступны на самом деле. Есть у нас и личные страницы у каждого из нас, куда тоже много приходит информации. Но основным таким ресурсом у нас является Мосалания. Инстаграм, если в интернете сайт, это iriston.ru, и, соответственно, ВКонтакте, Facebook, пожалуйста, находите эту страницу и обращайтесь. Кстати, на телеграм-канале у нас часто размещаются вакансии для врачей. Это очень важно. Так что обращайтесь, вступайте в наш чат телеграм-канала. На Мосалане мы именно опубликуем ссылку. Хорошо? На наш телеграм-канал, пожалуйста, участвуйте, уважаемые доктора. Из Осетии, и выходцы из Осетии, и осетины, и не осетины. В общем, все обращайтесь, кто причастен хоть как-то к Осетии, нашей любимой. Ну, еще один вопрос, очень важный на самом деле, то, что касаемо самого здравоохранения и медицинской помощи населению, это как бы понятный для всех вопрос. Есть врачи, значит там и пациент, да? Где пациент, там и врач. Но есть еще межколлегиальное общение. То есть у нас очень много студентов, есть очень много интернов сейчас пока нет, да? Ординаторов, аспиранты. И мы заинтересованы, чтобы кадровая составляющая нашего медицинского сообщества была очень сильным, потому что кадры – наша сила, наше будущее. И вот, как сказала Геленджика, очень много бывает размещений по вакансиям, очень много бывает проблем у студентов, у ординаторов, или определиться с направлением, да, где, куда им пойти, в каком направлении, какой институт, какая кафедра лучше, и где быстрее это можно сделать, пройти какое-то обучение постдипломное. Тоже очень много вопросов, и у нас получается что-то рекомендовать, где-то помогать, потому что многие из нас уже и кандидаты наук, кто-то и доктор наук, кто-то трудится на разных кафедрах в виде ассистентов, доцентов, профессоров, поэтому такая информация тоже у нас есть, и, пожалуйста, обращайтесь, мы будем стараться в этом тоже способствовать, помогать.
Хочу сказать огромное спасибо всем коллегам за сегодняшний такой мини-праздник. И хочу с большим огромным удовольствием еще раз от всех нашего коллектива поздравить всех медицинских работников, от медсестер, санитарок до главных врачей, профессоров, академиков. Всем сказать еще раз большое коллегиальное спасибо и пожелать доброго, хорошего, здорового, профессионального пути. Спасибо вам большое. Все. И выключи.